Дисциплина должна быть строгая. В населенных пунктах до 60 километров в час. За пределами населенных пунктов 80 километров. Следовать в колонне строго по очереди и, самое главное, не нарушать правила дорожного движения. Такой инструктаж дают участникам перед стартом. Путь их начался с утра в Икажево, а теперь колонна из 10 учебных автомобилей приближается к столице республики. С гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущее. Таков девиз сегодняшней акции. Первая остановка у мемориала памяти и славы. После памятного фото у памятника последнему защитнику Брестской крепости колонна направляется к площади Алания, к башне Согласия. В Магасе гостей встречает заместитель председателя правительства Зяудин Даурбеков. Возглавляет колонну Ислам Баркинхоев. Именно он руководит маршрутом сегодняшнего путешествия. В сфере обучения молодежи вождению он трудится свыше 20 лет. В проведении такого рода акций видит одни плюсы. Польза то, что, как говорится, нас видят. Знают, что есть ДОСААФ, и который, как говорится, на сегодняшний день существует и приносит очень хорошие, как говорится, плоды для подготовки молодежи в ряды российской армии и для народного хозяйства. Мы занимаемся подготовкой водителей. Задерживаться долго на одном месте ребятам никак нельзя, ведь им предстоит объездить всю республику за один день. Завершив поездку по Назрановскому району, участники автопробега держат курс на город воинской славы. Кстати, в акции участвуют и юноармейцы. При въезде в Малгобек колонна тормозит у еще одной достопримечательности. Танк ИС-3, памятник воинам 52-й танковой бригады защитника Малгобека. Невозможно проехать этот памятник, не остановившись, потому что нужно чтить память тех воинов, которые тут воевали и освобождали этот город. И в честь этого мы остановились и сделали памятное фото. С Малгобеком связывают в первую очередь героическую оборону Кавказа. Участники автопробега отдают дань памяти мужественным и стойким защитникам города. Ребята побывали у Вечного огня и могилы неизвестного солдата, посвященным всем, кто отстаивал свою родину и честь. Нам сегодня было очень приятно, что нас пригласили, вспомнили, и мы приняли участие. Ну, лично для себя могу сказать, что данный автопробег закончится тем, что я стану курсантом их автошколы. Это уже решение окончательное. Несмотря на свой возраст, я все-таки решила попробовать свои силы. Если получится, думаю, я пополню ряды автолюбителей республики. Но на этом покидать город воинской славы активисты не спешат. Несмотря на аномальную жару, дальше свой путь по городу участники решают продолжить пешком. После посещения памятника участники автопробега прибыли на городской сквер Малгобека, где местной администрацией организована концертная программа. Жителям города Малгобека очень приятно, что автопробег, который проходит в год 90-летия юбилейного года ДОСААФ, самоорганизации, 25-летия образования на нашей республике, посетил наш город. Хотя, конечно, вы знаете, все автопробеги, которые проходили на территории нашей республики, начинались и заканчивались обычно в нашем городе воинской славы Малгобек. И мы, конечно, жители, очень это приветствуем. Главной целью ДОСААФ России или Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту – это содействие укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Общество образовано ровно 90 лет назад и за свое время существования выпустило немало специалистов. Ибрагим Хадзиев рассказывает, помимо выполнения заказа Минобороны, в ДОСААФ также занимаются обучением безработных жителей, направляемых Центром занятости. Настроение у нас боевое, хорошее. Хотел бы поблагодарить администрацию города Малгобек за такой теплый прием. Хотел бы поздравить всех наших работников, всех нас с этим праздником. А дальше Сунжа, Карабулак и аэропорт Магас финишируют участники у городского дворца культуры, где активистов встречают национальными блюдами и лезгинкой. Везде нас встречали очень радушно, везде праздничные концерты были. Нам это очень приятно, что что мы имеем такое, что нас все знают. Но на таких именно мероприятиях мы показываем свою силу, свои возможности. Уверен, что наша молодежь сделает соответствующие выводы, что учиться в школах ДОСААФ это прежде всего почетно. Это далеко не последняя акция, которая проводится активистами общества. 9 августа они планируют выехать в Волгоград, присоединиться к всероссийской акции. Автопробег будет проходить до Краснодара, а компанию активистам в этой поездке составит творческий коллектив республики. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24.